Первое ток-шоу о спорте. Спорт Бурятии без цензуры. Жесткие вопросы. Конкретные и бескомпромиссные ответы. Смотрите только на YouTube-канале Спорт РБ. Ведущий Алексей Туробов. Спорт Бурятии без цензуры находится в святая святых Семи Жамбаловых. И представляете, друзья, вот эта медаль Всемирной универсиады. Одна из 4 медалей, которые завоевала Алиса Жамбалова. А сегодня мы будем общаться с ней и с ее личным тренером и папой Саидом Владимировичем Жамбаловым. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники, уважаемая Юлия Анатольевна. На третьей позиции, когда на финише встречала, дождала свою сестру, это как не может не радовать. Итак, спорт Бурятии без цензуры. В гостях у семьи Жамбаловых Алиса, четырехкратная победительница Всемирной универсиады, чемпионка России, Саид Владимирович Жамбалов, личный тренер, заслуженный тренер Республики Бурятии. Когда заслуженного тренера России получит, Саид Владимирович? Чемпионат мира выиграем и будем заслуженным тренером России. Ясно. Вообще, вот, я не знаю, это было предначертано судьбой или все-таки желанием родителей, чтобы Алиса вот занялась лыжным спортом, или все-таки, я не знаю, сначала кому, кто будет первый отвечать, или у Алисы было у тебя желание чем-то другим заняться, или вот как папа сказал, так и все. Нет, такого не было, чтобы строго там выгоняли в лес на лыжи, нет, такого не было. Я в детстве попробовала себя в разных других сферах. Я ходила и на танцы, и в музыкалку на пианино пробовала. Также, школьные разные кружки. Но ничто по душе как бы так и не привлекло, как лес и лыжи. Вот просто детское воспоминание, что мама идет на тренировку, берет меня с собой на санки, оставляет меня, катается, я маму все время вижу. Помню, даже ее останавливала: мама, съешь мои снежные пирожки. Как бы и вот любовь к зиме, именно к лесу, вот свежий воздух, это привилось, и я вот именно сама выбрала этот вид спорта. Саид Владимирович, вы требовательный тренер, требовательный отец. И есть различие вот между такая грань, когда отец тренер и отец отец? Да, я думаю, нет, по-моему, я не меняюсь, что тренер, что отец, как бы всегда ровно, как бы. Нет такого, что сильно требовательность. Ну, как нормально, как всякий папа. Заставлять приходилось дочь, чтобы она, или она никогда, вот она целеустремленная была? Она целеустремленная, это раз, а потом нет такого, чтобы заставлять. Именно в тренировках такое. Человек должен сам хотеть заниматься, сам хотеть добиваться чего-то. Если все это есть, то тогда как раз результат идет. А когда начинаешь заставлять, наверное, не совсем верно, а особенно в детстве. Первый раз почувствовал вкус победы, где вот какие-то первые соревнования ты выиграла, чтобы, когда почувствовал все силы уже.
какие-то, да, что-то я могу, что-то я вот так вот, я до чего-то дошла уже. Вообще, вот получается, с детства у нас, ну, когда был набор в группу, первый тренер у меня мама, она собирала детей, ну, ребятишек в группу со 2 класса. У нас была достаточно большая группа, и вот именно внутренняя конкуренция, кто будет лучше, это уже как бы, ну, само с детства прививалось, потому что всегда хочется играть, всегда хочется быть лучшим, и вот с того момента уже вот вкус победы, как бы в мелких сначала там контрольные соревнования, игры, вот это вкус победы ощутим был, и хотелось, конечно, большего. И вот так вот все росло, и это также вот эта борьба перешла на соревнования, что вот надо быть лучшим, и в дальнейшем как бы так оно и росло. И идет. И идет, да. А не было таких моментов, когда вот вам, как отцу, как тренеру, приходилось бороться, заставлять, нет, заставлять в смысле, когда вот переходный период такой бывает у ребенка, когда говорит, нет, нет, папа говорит, да, а она говорит, нет. Было такое? Во-первых, я сильно такого вообще не помню, потому что когда семья многодетная, они все переходные периоды как-то сглаживаются, и не особо такого, чтобы капризничали или еще что-то такого не наблюдалось, по большому счету. Так что как бы все нормально. Ты всегда вот так была одна цель, когда ты вот, выиграл там первую свою медаль, решил идти в следующий, да? Да. То есть так у тебя было? Ну да, да. Как бы сначала внутренняя конкуренция, это вот группа девочек, ага, эта девочка лучше, надо за ней смотреть, надо учиться у нее, когда стала ее обыгрывать, ага, теперь другая стала лучше, надо брать лучшее у нее, и как бы, ну, в дальнейшем так все шло. И как бы до сих пор я наблюдаю за другими спортсменами, сейчас уже за иностранными спортсменами, и также расту. А в каком году вот Алиса вкатилась в сборную России, когда вот, как ты вообще, вот, не знаю, может вы, Сан Владимирович, вы со стороны наблюдали, а вот как ты себя ощущала, как ты вот, ну все равно люди другого, может быть, уровня, кто-то катается так, какие-то звезды были, и ты так раз появилась, когда, в каком-то году было, и как себя ты ощущала вот там, в том мире? Я думаю, это вообще отдельный какой-то мир. Можно сказать, да, другой мир, потому что там уже другая система тренировок, другие люди, новый тренер был, я считаю, мама первый тренер, папа второй тренер, как бы сильно разницы не ощущалось, потому что у нас, ну, это все в семье. А вот когда попала в сборную команду по юниорам, это было в 2011 году, там абсолютно новый тренер, абсолютно новый коллектив, для меня это было все ново. Хорошо, что вот все были одного возраста, и как бы с друг другом мы нашли быстро общий язык. А когда вот у нас традиционно ежегодно в Эстонии собирают всю сборную команду страны, и там, когда я впервые увидела Панжинского, Крюкова, Легкова, конечно, было волнение. Потом было общее собрание, Елена Валерьевна собрала, как бы это, ну, как бы, да, звезды, это было волнение, это было что-то невероятное, но они вели себя как обычно, как бы не было такого, что как-то выделялись из всех, просто я их знаю всех в лицо, и для меня это было как непривычно в такой обстановке находиться. А в дальнейшем я со всеми с ними знакома, со всеми с ними хорошо общаюсь. Очень отзывчивые люди, как бы тоже дружелюбные. И я очень рада, что попала в команду, и так сложилось, что я узнала этих людей и с другой стороны. Сан Владимирович, а вот смотрите, легко ли так распознать в ребенке, ну, вы же помимо Алисы еще тренируете, еще ребята у вас занимаются. Вот, понятно, что Алиса, она рядом, вы наблюдаете, знаете, как бы, а с другим ребенком как бы сложнее. Вот как в другом человеке, как вот в начинающем спортсмене, распознать вот какой-то вот, он звездочка, да, он в будущем будет показывать какие-то результаты? Ну, конечно, не так-то просто, потому что как бы вот набираем в группу детишек маленьких, вот они все начали тренироваться. Они все равно все разные, кто-то более прыгучий, кто-то более бегучий, кто-то более сильный просто физически. Но в целом все равно как бы результат добивается только тот, кто трудится, ну и очень
сильно дружит с головой, я так говорю. Что тот, кто умный, тот, кто хорошо учится и так далее, у того больше шансов. И я думаю, что результат все равно приходит. Вот у меня много ребят, от которых как бы и не ждешь, думаешь, ну вроде как бежит, бегает, добегать, дай бог там до первого разряда, еще до чего-то. Они добегают даже до мастеров спорта и думаешь, ну да, Бог видит и труды их и вознаграждает. Как бы. Ну, есть ли у тебя ограничения, там, соцсети, не знаю, общение с друзьями во время подготовки к соревнованиям, что-то еще, вот что у тебя, как это происходит? Ты только тренировки, только это? На тренировках, понятно, надо целенаправленно думать о тренировке, а в другое время как бы это строго не ограничивается ничего. В зимний сезон, да, как бы Елена Валерьевна с нами проводила собрание и говорила, что, пожалуйста, поменьше соцсетей, поменьше всяких интервью, потому что это сезон, и здесь каждую неделю старт, и надо все-таки отдыхать, а не распыляться на соцсети. Вот. Общение с друзьями это не ограничено, как бы. Вообще это наш свободный выбор. Мы можем, да, свободное время почитать, либо посмотреть фильмы, либо там, кто у нас занимается английским, кто вышиванием, кто как умеет, кому как надо отдохнуть, это мы должны решать сами. Но такого прям строгого ограничения какого-то нету. Сейчас вас проверяет антидопинговое агентство? Да. То есть как, по каким вот становищам? То есть как спортсмену приезжают, что? Алиса заполняет все время эту систему Адамс, листочки, где чуть ли не каждый день, где она находится. В данный момент у нее там на этом листочке написано село Максимих, улица Байкальская, 14. Это в интернет-сайте да, все, через допинг. Да. И, допустим, она 22 числа, например, приехала в Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица такая-то и так далее. То есть каждый день на определенный период заполняешь. Ну, если какие-то форс-мажоры вдруг поехал или еще что-то, туда же забиваешь, что ты уезжаешь туда, чтобы все знали, и допинг-офицеры, чтобы могли в любое время прийти и застать на месте. Они могут в любой, даже прямо сейчас могут прийти, да? Да. Я вот Когда написала... тебя проверили последний раз? Последний раз это было на чемпионате России в Малиновке. Но там было не как по заполненному тестированию на сайте, а это были уже запланированные соревновательные. Вот. Во время соревнований как бы часто приезжает допинг-контроль и обязательно берет пробы допинга. Вот. Последний раз было на чемпионате. Просто мне говорили, вот я общался с Инной Степановой, наша известная лучница, она говорит, что у нас вплоть до того, что вот попил воду, бутылку, если ты не забрал ее с собой, надо лучше ее выкинуть, куда-то это утилизировать, потому что второй раз ты... А у вас есть какие-то ограничения, вот, чтобы, по питанию, не знаю, чтобы вот не попасть... И вообще попадались ли российские спортсмены, вот кто с тобой в сборной сейчас на допинге? Были такие случаи? У нас в команде нет такого, чтобы кто-то именно по тестированию попадал, находили какие-то запрещенные препараты. Но был случай, что по заполнению вот этого допингового сайта, забыла исправить у нас девочка местонахождение. Вот срочно ей надо было уехать, а у нее было заполнено, что она будет находиться дома. Ей срочно надо было уехать, она уехала. Приехали, ее не застали дома. Ей поставили предупреждение, что вот тебя не было дома, хотя ты бы написала, что будешь в это время дома. Первый раз ставят предупреждение, на второй раз уже идет дисквалификация на 2 года. Да, если по незаполненному И это решение нельзя оспорить уже, да? Это решение можно оспорить, если у тебя есть подтверждение того, что вот там срочно в больницу или еще что-то, какая-то уважительная причина. И они это рассматривают и либо утверждают, либо нет. Александр Владимирович, а вот вообще ваше отношение к допингу, твоя Алиса? Конечно, отрицательное. Надо бегать, какое здоровье, как ты натренирован, и показывать результат. А все, что вот это допинг и прочее, это, конечно, во-первых, не очень-то хорошо для здоровья, и вообще, это нечестно получается. То есть это как в футболе, 15 человек вышло играть против 11 и все, типа того. Конечно, отрицательное к допингу.
допинг это все равно это большое преимущество и, как можно сказать, на адреналине, что ли. Запрещенное Да, преимущество. это нечестно Да. просто. Намного интереснее наблюдать и смотреть, когда люди сами идут к своей цели, они все в одинаковых условиях. Понятно, играет роль, как человек тренировался, болел он, не болел, как подготовили сервисмены лыжи, какая погода, какое у тебя было самочувствие. Это все играет роль. Но если ты чем-то себя еще простимулировал, еще чем-то дополнительным, это уже нечестно по отношению к остальным спортсменам. И это неинтересно будет смотреть зрителю, что уже у человека есть преимущество, когда все так старались, все шли, победа только одна, а желающих выиграть много. Алиса, ты видела Путина? Какой он? Как он показался? Не знаю, конечно, что недолго удалось пообщаться, но в любом случае впечатление какое-то у тебя. Вот ты близко видел. Владимир Владимирович, вот самая медальеемкая девушка Алиса Джамбалова, лыжница, хотела сказать вот тоже несколько слов. Спрашивала, можно или нет? Конечно. Ой, сначала нам сказали, что у нас будет чествование, потом за неделю предупредили, что после вручения благодарственных писем мы встретимся с Путиным и, понятно, будет традиционное общее фото. За день до встречи мне: Алиса, ты как самый титулованный спортсмен универсиады. Готовь речь? Да, готовь речь, тебе дадут слово. Вот тут-то мне стало страшно. Впечатлений очень много осталось от универсиады. Я принимала участие в детских Олимпийских играх, в Олимпийских играх в Корее. И как было организовано на универсиаде, это было на высшем уровне. Я звоню папе, говорю: папа, я даже не знаю, что можно сказать президенту. Надо мне заранее подготовиться, порепетировать перед зеркалом, иначе я начну заикаться лучше на автоматизме. Такие случаи были уже, потому что Да, мне предупредили, что Алиса, ты главное не волнуйся, потому что был случай, что кто-то заикался. просто Думала, наверное, о том, что вообще что-либо говорить, да? Я очень сильно волновалась. Но на самом деле все очень быстро произошло. Когда мне дали слово, я очень сильно волновалась. И на самом деле я даже забыла, что я говорила. После, когда увидела в новостях, думаю: ё-моё, я не забыла, оказывается, попросить. Я хотела попросить, чтобы в моем регионе, в Бурятии, развивался зимний вид спорта, а для этого нам нужен зимний центр. Попросить-то, кто это придумал, попросить? Это твоя Это идея? вообще наша с папой общая идея. Мы давно уже об этом мечтали и думали, рассуждали. И это я тоже давно хочу и думала, чтобы классно, чтобы у нас в регионе был свой зимний лыжный центр, чтобы была больше массовости в нашем виде. И всегда это было на обсуждении с папой. Папа говорит, тоже я бы хотел, чтобы у нас в регионе было так же, как и в других лыжных регионах, со своим центром. Это долго мы тоже обсуждали, рассуждали, как мечта в какой-то степени. И здесь как появился случай поделиться этой мечтой с президентом. Просто была такая, многие говорили, что это заранее заготовлено, это вообще от администрации, там президент, это сказали, заготовь и расскажи. Оказывается, это все было, все придумано вами. Это серьезно, это вообще, не знаю, возможно, это все осуществится. Я думаю, что если там президент пообещал, я думаю, что это... вы говорите, сейчас самая главная идея, это и самая главная задача чемпионат мира. Как вы готовы, насколько вы себя ощущаете подойти к этой планке?
чемпионат мира в этом году уже был. Я практически подошла к пиковой форме туда, но, оказывается, по дням не совсем угадала, потому что после чемпионата мира пошла универсиада, и как раз к универсиаде у меня вышла пиковая форма. Как бы вполне удачно, но хотелось на чемпионате мира себя проявить. Тем не менее, через 2 года будет снова чемпионат мира. Там уже за 2 года, я думаю, уже более лучше меня изучит тренер, потому что я у тренера только год оттренировалась. За этот год мы только друг друга, можно сказать, узнаем. И он в какой-то степени даже удивлен, что у меня вот такой высокий результат за сезон вышел. И сейчас, когда на первом сборе мы встретимся, будем обсуждать дальнейшую нашу подготовку. Александр Владимирович, чего не хватает вот Алисе, чтобы вот выстрелить на чемпионате мира? Да все хватает, все нормально, как бы процесс идет, и главное, никакого спада, ничего нет. Идем каждый шаг, с каждым сезоном прибавляем. Ну, кто-то чуть быстрее прибавляет, кто-то чуть медленнее прибавляет. Нам зачастую бывает все вроде бы нормально, сейчас даже элементарно на этом же чемпионате мира были бы очень крутые лыжи, скажем, на уровне лидеров. Можно с ними и бежать на уровне. Собственно, я говорю, проигрыш той же Насти Седовой, там всего 39 секунд, это вообще как бы ни о чем. Если учесть, что и лыжи-то не самые лучшие, ну, оказывается. Хотя бы даже при равных этих, то можно было бороться. И, соответственно, точно так же можно было и забить и место в эстафете, и медаль можно было взять. Но я думаю, как говорится, всему свое время, все это придет, и просто мы делаем поступательные шаги вверх. О чем мечтает Алиса Жамбалова, не считая спортивных достижений? Понятно, что каждый думает об Олимпиаде. Это все. Конечно, хочется после карьеры все равно дальше поддерживать спортсменов. У меня вся жизнь связана со спортом, и вне спорта, вот как вы говорите, не связанные со спортом, я себя не вижу. Если я закончу карьеру, но это не скоро будет, потому что женщины разбегаются только к 30 годам. У меня еще есть достаточно времени подумать, чем я буду заниматься после карьеры. Ясно. Ну, если появится центр, еще раз вернемся к Инне Степановой, ей сказали, у нее будет должность, что она будет в центре Стрелковом, который у нас появится директором. Ну, может быть, как раз к тому времени, когда появится наш центр, Алиса станет директором. Дай бог, чтобы построили хотя бы года через 2, 3, 4, 5. Как Не, ну это уже проект, ближайшие перспективы. проект длительный, да. Если это хорошо продумать и разработать, то это будет очень классно. У нас появится новая звезда. И хотелось бы, конечно, чтобы центр построили именно такой, какой бы нам хотелось, такой красивый, привлекательный, чтобы туда приезжали и бабушки, и дедушки, и ходили, и гуляли на лыжах, как бы, чтобы было там и трасса не только хорошая. спортсмены. Да, Да, это именно, чтобы люди приходили, катались, не только спортсмены. Да и для спортсменов будет хорошо, как бы, и любители тут же все ходят, катаются. Чтобы люди именно шли к здоровому образу жизни, как бы стремились быть здоровыми. Очень, например, приятно, когда по лесу даже бабушки с скандинавской ходьбой ходят, это уж здорово. Как бы. Единственное, что по лыжне, пожалуйста, не ходите, пожалуйста, с краешка, как бы. Оставляйте лыжню для Алисы Жамбаловой. А то, что они ходят, это очень здорово. Спасибо огромное за общение, было очень приятно. Тоже Удачи. очень приятно. Спасибо. Спасибо. Друзья, коллеги, товарищи, это был «Спорт Бурятии без цензуры». Подписываемся на канал Спорт РБ, ставим колокольчики, лайки, пишем комментарии под видео. Я вас всех люблю. Встретимся. «Спорт Бурятии без цензуры». Ну и подписываемся на мой канал.